А в Чувашской государственной филармонии, обновленной в рамках нацпроекта «Культура», подвели итоги межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы». Патриотический марафон «Рубежи Победы» направлен на сохранение исторической памяти о трудовых подвигах нашего народа. Он прошел в 7 регионах Приволжского федерального округа и охватил свыше 20 тысяч человек. Итоги подвели 28 октября, в День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Важно все больше говорить с молодежью о том, чем занимались наши предки. И здорово, что глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев ввел этот праздничный день в нашем календаре. Благодаря этой дате наши школьники узнают о подвигах своих бабушек, дедушек, прабабушках. И уверен, что история будет жить из поколения в поколение. В рамках марафона прошли масштабные акции, уроки мужества, передвижные выставки, научно-практические конференции, концерты и показы фильмов. Мы сегодня очень большое внимание уделяем участию в специальной военной операции. Сегодня уже мы формируем вот эти исторические страницы. У нас появляются новые проекты как для детей дошкольного возраста, так и для взрослого населения. Поэтому мы уверены, что вот этот посыл, который мы дали в 2022-2023 году, он, конечно же, найдет свое продолжение в будущем. Это очень важное укрепление, которое строились годами. Это подвиг наших земляков, которые мы никогда не забудем и всегда будем почитать их. На торжественном мероприятии отметили и работу шеф-редактора национального телевидения Чувашии Алексея Зотикова. Он освещал тему создания мемориала строителям безмолвных рубежей и даже ездил в составе делегации в Москву к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, чтобы привезти частицу вечного огня. От нее в дальнейшем зажгли огонь у монумента в Козловском округе. Помня подвиг тружеников тыла, мы испытываем чувство гордости за наших предков, восхищаемся их стойкостью и способностью решать, казалось бы, невозможные задачи в тяжелейших условиях, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Я желаю, чтобы мы находили новые идеи, а самое главное, чтобы также слаженно работали, усиляя друг друга, дополняя друг друга, создавая новые проекты и претворяя их для того, чтобы это было нужно нам, это было полезно для общества, полезно для людей, ну и, конечно же, чтобы это сохранялось на долгие годы.